Призывы к насилию, оправдание террора, оскорбление какой-либо расы. Понятие экстремизма многогранно. Но во главе угла этого явления стоит деятельность, которая угрожает безопасности общества, нарушает права и свободы граждан. Борьбу с этим преступлением ведет МВД, а регулирует 114 федеральный закон. Нужно отметить, что работа ведется в двух направлениях. Это профилактика и выявление, предупреждение, пресечение. Мы знаем, что наша молодежь очень много пользуется соцсетями и, не понимая, они попадают под уголовную ответственность. Это, например, если разместил комментарий с содержанием экстремизма, например, с призывами к осуществлению экстремистской деятельности, и также и оправдание терроризма. Экстремизм – это форма антиобщественного поведения, направленная на побуждение к насилию, нарушению законности, разрушению государственного строя и территориальной целостности. Он часто связан с терроризмом, но имеет свои отличия. Главная разница между экстремизмом и терроризмом заключается в том, что экстремисты, в отличие от террористов, не прибегают к насилию напрямую, а работают на уровне идеологии и прославления экстремистских идей. В Республике Ингушетия в прошлом году составлено 82 административных материала было по линии экстремизма. Данные лица были привлечены к административной ответственности и назначены административный штраф. По профилактике мы из практики, которая у нас в МВД, это проведение профилактических мероприятий в учебных заведениях, в вузах, университетах, СУЗах с присутствием религиозных деятелей, общественных организаций, представителей общественных организаций, с участием сотрудников правоохранительных органов. Купил не ту книгу или журнал, оставил комментарий или лайк к посту в социальных сетях, где присутствует призыв к экстремизму. Часто, сами того не зная, книголюбы или активные пользователи интернета могут попасть под эту статью. Представители полиции рекомендуют проверять, что вы приобретаете в магазинах, а также, что читаете в ленте новостей в соцсетях. У нас на сайте Минюста России есть раздел, он называется «Федеральный список экстремистских материалов». Оно постоянно пополняется и обновляется. В этом списке тысячами, в последнее время, по-моему, около 12 тысяч материалов было на моей памяти. Можно посмотреть, является экстремистским или не является. И если оно является экстремистским, то оно запрещено к распространению и к покупке. За это могут привлечь к административной ответственности по статье 2029 КоАП РФ. Еще одно направление, на которое необходимо обратить внимание, это денежные переводы неизвестным лицам. Наверное, каждый пользователь банковскими картами сталкивался с ситуацией, когда у банкомата незнакомцы просят перевести кому-либо деньги с карты в обмен на наличку. Причин тому бывает много. У просящего заблокирован счет, потерял карту, либо забыл ее дома. Были случаи, когда, пытаясь помочь, стали пособником терроризма или экстремизма. Вы можете стать, не знаю, можете стать уже способником автоматически терроризма, если вы переведете денежные средства на любой фонд, который существует, неважно, фонд, который оказывает финансовую помощь террористам и экстремистам. Радикализм, экстремизм, фанатизм, терроризм – звенья одной цепочки, которые влекут за собой тяжкие последствия. За эти преступления могут приговорить к разным срокам, вплоть до пожизненного лишения свободы. Правоохранители отмечают, чаще всего радикальные убеждения формируются в молодежной среде. Муслим Ганиев, Султан Магушков, Магаз 24.